Ну, зима потихоньку наступает, все сильнее и сильнее. Днем и ночью снегопады идут. Минус 6,7. Небольшой морозик. Ну что ж, начинаем развлекаться с карасями. Ловятся они на Гымгу к концу ноября или не ловятся. Морозики стоят небольшие. Даже не знаю, река встала или не встала. Посмотрим. Ну что, поехали кататься. Так, что в поход брать? Что? Продукты надо? И остальное барахло надо. Копье надо? Надо. Топор надо? Надо. Пилу надо? Надо. Бензопилу не беру. Это надо? Надо. Ну и завершение инструмент. Вроде на сегодня все. Солнце вышло, это явно похолодание. Да. Посмотри, сколько градусов. Солнце вышло, а это явно к похолоданию. -7. А, точно холодает, понял. Морозец, конечно, так себе, но чтобы ничего не отморозить, особенно уши, закрываемся, утепляемся. Но без рукавиц никуда. Это точно никуда. Ну, я готова. Заехал на сеновозную дорогу, считай, оторвался от цивилизации. Снега у нас, ну, в принципе, немного, где-то близко к 10 сантиметрам. Ну, ясно дело, пару раз оттепель на нас наскакивала. 2 дня у нас плюс 6 градусов было, снег полностью растаял. Потом снова выпал, потом +1, но тогда не растаял. Так, слегка уплотнился. Снега мало, поэтому по этой дороге вон на машинах ездят. Народ развлекается. Ни хрена себе! Первая лужа. Ледок был, конечно, нормальный, сантиметра 3, но машина все поломала. Так, надеюсь, я проеду. Когда от гаража отъезжал, сосед подходил. Говорит, что в сапогах поехал? А в чем ездить? Это ручьи, в принципе, не замерзли. Да еще в машины ездят. Ни хрена себе, бензопилу не взял. Да, думал, что Нивой не поехал. А тут такая мощняцкая, мощняцкий ветровал. Но в отличие от Нивы у меня снегоход. Фух.
Ну что, подожди. Мы посмотрим дальше. Ух ты, какая дорога тут. Замерз, здорово. Да, блин. Приветствуем. Здорово. Что, перекур? Ну, я, блин, 6 часов кушал. Раз, два, три, 4, 5 часов. Что я тебе, железный человек, что ли? Ну, ясно дело. Чай не попьешь, не поедешь. Блин, хреновая дорога-то. И тут, да, тут уже не держат еще слабее. Я-то хочу посмотреть на Гымгу там. Карась будет ловиться, не будет, как думаешь? Эти гыпы там маленькие-то есть. Не знаю я даже. Ну я так, ради развлечения посмотреть. Да, ну, что ты дома сидеть? Прогулялся, душу отвел. Во, Свежий воздух, как говорят, надышался и можно да. отдохнуть дома, да. Я также пошел, он, порыбачил маленько. Что-нибудь хотел, поймал? Чуть несколько попалось. А. Тут в одном месте оказалось, там тут рано держалась. Ты хочешь сказать, что ты на Курью на лед выходил? Да. Ну ты смелый товарищ. Ну, это вот так есть, а метров 5, наверное, выйдет. Да ни хрена себе. Так на озере, значит, чуть больше должно быть тоже замерзнуть. Он там болото, он там вообще наступает, сразу проваливаешься. Так я вон на снегоходе попробую сейчас это. Не знаю, выдержишь, не выдержишь. Я по возрасту уже не такой смелый. Если хреново будет, обратно вернусь. А, ну смотри сам. Ну, ладненько, пойдем дальше. Ну давай. Так, как мне проехать? Ну, поехали по болоту. Ну, глаза боятся, руки делают. Со снегоходом. Так, ну, надеюсь, лужу проедем. Так, а тут вообще море. Смотрим, это море. Да кучи тут на этой луже свежий след рябчика. Сегодня пробежал. Тюк-тюк-тюк, утюкал. Че он к луже-то пошел? Так, интересно, рябчиковый след прямо в лужу уперся. Что он, по льду убежал или как? Или понырял? Ого-го. А тут и дна не видно. Видно, что глубоко. Здесь-то жерди меня удержат. Это бревно меня не даст. Слишком узко. Как мне эту лужу проехать, а? По воде, что ли? Ой. Ил. Нет, период бродни еще не кончился. Еще булькать и булькать. Так, у меня стал вопрос. За сегодня я успею доехать куда-нибудь? Так, ладно. Проблему мы решаем по мере их поступления. Сначала надо проехать эту лужу. С той стороны лучше, но бревно мешает. Тут ил засасывает. Сантиметров, не знаю, 12-13. Надеюсь, на скорости проскочу. Ну давай, приятель, проскакивать на скорости. Не подводи. Проехал. Проехал.
О! А мы сейчас реку посмотрим, в каком состоянии она. И видно, что шуга плывет первый сорт. Бывает, уронил один стик пульта между двигателями карбюратором. Блин, и достать не вижу. И далеко разбирать. Блин. Надеюсь, домой доеду. Он там на месте останется. Поэтому сейчас все-таки попробую запустить квадрокоптер. Что только вперед-назад, влево-вправо он летать не сможет. Подыму, ну и сниму. Вокруг своей оси. Кругаля окрестности сниму. Ну, а шугу, как идет, по сути дела, ледоход, тоже сниму. Надеюсь. Пока возился с поиском стика, там разбирал двигатель, выскочила надпись: температура батареи слишком низкая, пожалуйста, нагрейте до плюс 15. И себя сразу как вынул, мог завести. А полежал на холоде. Система предварительно нагревается. Пожалуйста, подождите. Блин. Опять температура батареи слишком низкая. Это значит, на груди надо будет таскать, когда поеду зимой. Блин, так световой день кончается. Не заводится. Так, ну что? Ух ты! У меня пару часов. Ну что, быстро-быстро собираем. То день кончится. И это уже не шуга, это настоящий ледоход. Осенний. Ух, какой! Супер шикарный. Река станет при очень большой воде. То бишь весной понадобится много воды, чтобы этот лед сдвинуть. А вообще-то он так растает. Очень густой. Буквально несколько градусов минус не хватает, чтобы река встала. Река открытая. А этот рыбак что, на такой лед вставал? Отчаянный товарищ. Я понимаю, конечно, курил, скорее всего, там выходил. Однако. И вода-то большая. Спасаться хреново будет, если, не дай бог, провалишься.